В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ситуация остается напряженной. Более 130 якутян заболели коронавирусом за сутки. Дом «Долгострой» ввели в Горном районе после вмешательства прокуратуры. По всем современным стандартам автомобиль скорой медицинской помощи доставили в Нерюнгринскую больницу. Ситуация с распространением коронавируса в Якутии остается напряженной. За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 133 якутян. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова. Больше всего заболевших по-прежнему в столице – 84 случая. Остальные в районах республики. Сегодня система медицинских организаций увеличила количество коечного фонда практически на 30% от мая текущего года, когда у нас был пик наибольшей заболеваемости. Сегодня на всей территории республики развернуто 2518 коек. Занятость сегодня составляет 60%. Большинство количества заболевших регистрируется именно в офисных предприятиях, в бюджетной сфере. Поэтому мы рекомендуем всем лицам все-таки сохранять и обезопасить себя и близких, максимально самоизолироваться, соблюдать основные правила. Это ношение масок, это соблюдать дистанцию и, конечно же, проводить дезинфекцию как, собственно, помещений, своих жилых помещений, ну и ношение дезинфектантов орошением рук. В целом же ситуация по заболеваемости детским населением стабильная. Растет у нас заболеваемость ОРВИ и грипп среди взрослого населения. Но надо отметить, что достаточно хорошо у нас проходят профилактические мероприятия по вакцинации. Сегодня практически 97% по республике от представленной вакцины Минздравом Российской Федерации исполнено. В Горном районе после вмешательства прокуратуры ввели дом «Долгострой». Ввод объекта в эксплуатацию неоднократно продлевался. Прокуратура взяла под свой контроль эту ситуацию. В мае руководителю строительной компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства. В результате принятых мер застройщикам изысканы необходимые финансовые ресурсы. Дом достроен и в настоящее время введен в эксплуатацию. В соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2004 года номер 214 об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, застройщик обязан передать объект участнику долевого строительства в предусмотренные договором сроки. При этом застройщик обязан обеспечить свободный доступ к информации о своей деятельности и об объекте, строящемся с привлечением средств граждан-дольщиков. Статьей 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неразмещение в сети интернет информации о текущем состоянии объекта долевого строительства. Передача объекта долевого строительства может осуществляться только после получения в установленном порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Завершен капитальный ремонт на федеральной трассе Вилюй. Речь идет о двух участках с 214 по 218 километры в Горном районе и 542-560 в Вилюйском районе. Теперь эти отрезки трассы соответствуют 4-й технической категории с асфальтобетонным покрытием. На первом участке дорожники привели в нормативное состояние 15 искусственных сооружений протяженностью свыше 300 погонных метров. Установили около 2,5 километров наружного освещения. Обустроили новые пешеходные переходы и 4 автопавильона. На втором объекте специалисты привели в нормативное состояние 14 искусственных сооружений общей протяженностью порядка 300 погонных метров и укрепили откосы. Кроме того, установили более 60 новых дорожных знаков и свыше 6,5 километров барьерного ограждения, а также нанесли горизонтальную разметку. Микроавтобус с детьми попал в аварию накануне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло около 5 вечера. Как видно на кадрах, автобус перевернулся вследствие столкновения с легковым автомобилем «Шкода». Позднее на место ДТП прибыла скорая помощь, пострадавших госпитализировали. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 5 человек и 2 единицы техники. О погибших не сообщается.
Чтобы подобные происшествия свести к нулю, в Якутии стартовала социальная кампания «Самый важный на дороге». Она направлена прежде всего на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. За 9 месяцев этого года на дорогах республики зарегистрировано более 70 ДТП с участием детей, в результате которых 3 ребенка погибли, 90 получили травмы различной степени тяжести. В течение 5 дней инспекторы совместно с волонтерами проведут профилактические беседы, уроки, в том числе в дистанционном формате. Компания направлена на то, чтобы не только сотрудники ГИБДД принимали участие в этой проблеме, а к этой проблеме привлекались все, и учителя, и обязательно родители, родительские комитеты, и все заинтересованные ведомства, все взрослое население республики. Кроме того, что раздаются буклеты, значки, во всей республике, в школах, в учебных организациях преподаватели и сотрудники ГИБДД будут проводить беседы, лекции с детьми, флешмобы, в том числе дистанционно. Автопарк Нерюнгринской районной больницы пополнился. На днях в медучреждение доставили очередной автомобиль скорой медицинской помощи. Транспорт был приобретен в рамках федеральной программы. Подробности в материале Тамары Игнатьевой. Это второй автомобиль скорой медицинской помощи класса «Б», который был получен в этом году. Машина разработана специально для северных регионов, обладает достаточно высокой проходимостью, что особенно актуально при госпитализации пациентов из отдаленных поселений и в период весенней распутицы. Автомобиль оснащен по всем современным стандартам. В нем присутствует как монитор со всеми принадлежностями, можно очень четко вести пациента, следя за всеми его параметрами здоровья и состояния. Соответственно, ИВЛ, все наборы акушерские, родовые, все, что необходимо. Получается, в режиме, в котором мы сейчас живем, в нашей пандемии, что для нас очень важно, эти машины сразу тут оснащены ультрафиолетовыми облучателями. В июле этого года в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией на федеральные средства для Нерюнгринской ЦРБ был выделен также реанимобиль. Автомобиль оборудован всем необходимым, начиная от выдвижной койки до кислородных масок и другого специального оборудования для оказания экстренной помощи. Всего у нас в автопарке 14 автомашин скорой помощи, но, к сожалению, 8 из них у нас со 100% износом, и, соответственно, в ближайшее время будут подлежать списанию. И вот у нас 5 автомобилей, это уже с износом менее 30%. 2 из них это в Чульманской городской больнице, и 3 у нас здесь, в городе Нерюнгри. Напомним, последний раз автопарк Нерюнгринской центральной районной больницы обновлялся в 2017 году по линии Министерства здравоохранения Якутии. И в последующем году были получены 2 автомобиля скорой помощи в Чульманскую городскую больницу. Несмотря на очевидные достоинства автомобилей, хочется надеяться, что их широкий функционал будет использоваться как можно реже. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии подводят итоги навигационного сезона. С 19 октября в Хангаласском районе закрыты паромные переправы. В ближайшее время паромы перестанут ходить на реках Алдан и Вилюй. Сюжет Юлии Михайловой. Сегодня в числе последних закрылась переправа через реку Вилюй в Нюрбинском районе. С этого момента действует судно на воздушной подушке. С 9 часов до 6 часов вечера он будет курсировать на реке Вилюй под селом Кюндядя. Еще до официального закрытия судоходства в Нюрбинский район все необходимое доставили в срок. Речным транспортом завезли каменный уголь – 41 700 тонн, нефтепродуктов – около 6 тысяч тонн. Также доставили комбикорм, строительные материалы. Навигацию все грузы, необходимые народно-хозяйственные грузы в Нюрбинский район доставлены, в том числе топливо, строительные материалы. Навигация прошла в плановом объеме. С начала навигации в отдаленные населенные пункты отгружено свыше 1 000 000 тонн различных грузов. Это 102% от плана. Из всего завезенного почти половина – это топливо. Получателям ГОП ЖКХ Республики отгружено 373 тысячи тонн угля, почти 25 тысяч тонн газового конденсата и 59 тысяч тонн нефти. Пандемия не помешала провести все переговоры с поставщиками и перевозчиками задолго до начала навигации. И с сотового телефона можно в режиме ВКС выходить, и с компьютеров с дома. Удаленный режим настроены, поэтому мы, в принципе, это отработали безболезненно. В
В ход навигации вмешались лесные пожары. Суда не могли ходить из-за большой задымленности. Полмесяца стояли судна, но тем не менее наш основной перевозчик, это ЛОРП, выполнил свою задачу 100%, и мы весь груз доставили. Чтобы комфортно пережить суровые морозы, примерно столько же топлива, 450 тысяч тонн, доставят уже по зимникам. Юлия Михайлова, Джулстан Иннокентьев, Геннадий Матвеев. Новости. Нюрба, Якутск. Призвание быть внуком. Житель Новосибирска устроился на весьма необычную работу в клинику. Подробности в следующем сюжете. Быть внуком можно не только для своих бабушек и дедушек, но и просто для пожилых людей. На собственном опыте это решил проверить житель Новосибирска Геннадий Илларионов, откликнувшись на необычную вакансию в офтальмологической клинике. В медучреждении открыли поиск кандидатуры на должность внука для пожилых пациентов. Мы возим из удаленных филиалов в городские пациентов. Вот. Как правило, у них нет сопровождающих, да, а время, которое перед операцией, оно волнительно. То есть сама по себе процедура, для нас она, конечно, обычная, а для человека это переживание. И вот именно так и пришла идея нанять человека, который подаст чашку чая, который поговорит, который поддержит. А решили назвать внуком. Почему? Потому что именно это, на мой взгляд, семейное отношение, да, лучше всего отображает ту теплоту между людьми, которая может быть. Мужчина сразу понял, что это работа для него, потому что любит общаться с детьми и пожилыми людьми. На новую работу Илларионов приходит в операционные дни 3-4 раза в неделю. Я работал в театре теней для детей, то есть показывал театрализованные представления. Еще часто бываю волонтером, ездил в качестве Деда Мороза, поздравлял пожилых людей с Новым годом. В принципе, делал то же самое. То есть разговаривал, спрашивал, как дела, дарил подарки, которые мы собирали. Его подопечные в основном пациенты, приезжающие из других населенных пунктов без сопровождения. Задача внука – успокоить их перед операцией, поддержать, отвлечь. Для этого мужчина даже читает стихи пожилым людям, а они его благодарят своими аплодисментами в коридоре больницы. Парень молодец, чувствуется, что на своем месте. Все внимательно слушали его. Приятный молодой человек. По словам Илларионова, иногда с пенсионерами удается поговорить на личные темы, потому что они охотно делятся историями о своей семье и родных внуках, несмотря на первую настороженность. Внук, кто же такой? Что ты такой внук? Я рассказываю про то, как это все придумали, почему, зачем, их начинаю спрашивать. Они всегда, потихоньку разговаривают. Я спрашиваю обо всем. И бывает, что когда я говорю, что я внук, они начинают рассказывать про своих внуков, детей. Геннадий считает, что нашел себя, потому что ему нравится разговаривать с людьми. Это получается естественно, больше само собой. Особенно хорошо складывается общение с пожилыми людьми и с маленькими детишками, потому что им всем нужно внимание, и Геннадий может это внимание дать. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.